В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о каких событиях мы вам расскажем. В школах проводятся торжественные линейки, учителям дарят цветы, а главными героями праздника становятся первоклассники. По всей стране сегодня отмечают День знаний. В городе Покровске презентовали новое отделение Нерюнгринского медицинского колледжа, где будут обучать универсальных медицинских специалистов-фельдшеров. Республика в скором времени избавится от долгостроев. Возведение многоквартирных домов проходит в рамках соглашения с Фондом защиты прав дольщиков. Расскажем об этом подробнее. Отрывки балетных постановок и опер в сопровождении якутского оркестра. Государственный театр оперы и балета готовится к открытию 52-го театрального сезона. Якутянка Олеся Дмитриева удостоилась звания «Национальная красавица». В Сочи завершился международный конкурс красоты «Фотомодель мира-2022». Во всех образовательных учреждениях республики сегодня праздник начала учебного года. Ученики Саха-политехнического лицея Якутска встретили День знаний в обновленной школе, а воспитанники детского сада «Северная сказка» отметили 1 сентября в новом здании. Вместе с учениками и их родителями мероприятие посетила Светлана Амосова. Белые бантики, нарядная форма и красивые букеты. Торжественная линейка для учеников Саха-политехнического лицея началась с исполнения государственного гимна и поднятия флага России и Якутии. Для первоклассников это особенный и волнительный день. Сотни детей сделали еще один шаг ко взрослой жизни. Блузка кружевные, белые рубашки, лица озорные – это первоклашки. Я на 100% рада пойти в школу. Что бы ты хотела пожелать себе в предстоящем учебном году? Хорошие оценки. Алина Егоровна – молодой учитель начальных классов. Для нее это тоже первый день знаний в качестве педагога. Я очень счастлива, волнуюсь слегка. Первый класс, у меня 26 детей. Я ожидаю, что мой класс будет самым лучшим, потому что как первый учитель, не знаю, хочу им дать очень много новых знаний. Учеников и педагогический коллектив лицея поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул о важности патриотического воспитания детей. Очень важно в это нынешнее далеко не простое время воспитывать в детях не только любовь к знаниям, но и любовь к своей родине, воспитывать патриотизм и гражданственность. Саха-политехнический лицей всегда этим отличался. Я благодарю Надежду Константиновну за ее работу в этом направлении. Новый учебный год учащиеся лицея встречают в обновленной школе после капитального ремонта. В здании модернизировали фасад, потолок, стены, пол. Заменены дверные блоки, системы электросвещения. В эту школу, здание политехнического лицея, вложено 114 миллионов рублей федеральных денег, денег муниципалитета. Поверьте мне, школа преобразилась. Я много здесь раз был раньше и вижу, насколько стала красивая школа. И, конечно, я уверен, что это позволит нашим детям здесь получать еще больше знаний. В Новопортовском микрорайоне Гагаринского округа Якутска торжественно открыли новый детский сад «Северная сказка» на 240 мест. Детский сад обустроен по современным стандартам. Имеются музыкальные и спортивные залы, а также компьютерный класс. В просторном помещении предусмотрено все, что требуется для комфортного пребывания детей. Новые игрушки, столы, парты и кровати. Также группы укомплектованы современным оборудованием, проекторами, телевизорами и цветными принтерами. По 3 этажам функционирует 12 групп, из них 5 с якутским языком обучения. Педагогический состав детского сада состоит из 36 специалистов первой и высшей квалификационной категории. До этого я проработала в сельском детском саду Аймеконского улуса, село Артабалаган. 10 лет там проработала. И теперь переехала в город Якутск и попала сразу в новый детский сад. И мне дали старшую группу под названием «Золотой ключик», русскоязычная группа.
В группе у меня 25 по списку детей. Новопортовской район является самым быстрорастущим в столице республики. В ближайшем будущем здесь начнется строительство школы на 1200 мест. Очень рад за детей Гагаринского округа. Округ у нас развивается, округ идет вперед. Всего в этом году в Якутии планируют создать 15 школ и 7 детских садов. По словам Айсена Николаева, регион и дальше будет придерживаться выбранной стратегии и поддерживать строительство зданий образовательных учреждений по всей республике. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. По всей стране сегодня отмечают День знаний. В этот день в школах проводятся торжественные линейки. Учителям дарят цветы, а главными героями праздника становятся первоклассники. Двери всех учебных заведений Нерюнгринского района вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. С самого утра во всех школах чувствуется атмосфера праздника. Звучит музыка, нарядные ученики, цветы. День знаний отмечают школьники, студенты, педагоги и родители. Долго утро ждал такого, не столкнул почти что глаз. Я шагаю гордо в школу, самый главный, первый класс. Во всех учебных заведениях состоялись праздничные линейки. В Южно-Якутском технологическом колледже учебный год начинается с торжественного выхода группы знаменосцев с флагом России. Студенты и преподаватели колледжа исполняют гимн Российской Федерации, который с этого года будет звучать каждую неделю. С этого года, с 1 сентября, еженедельно будет проходить церемония поднятия флагов по понедельникам и, соответственно, торжественный спуск флага по субботам. Это сейчас нововведение. Во всех учебных образовательных заведениях проходит эта церемония. В Нерюнгринском районе сегодня созданы все условия для школьников и студентов, для того, чтобы они учились в комфортной обстановке. Образовательные учреждения подготовлены к новому учебному году и оснащены всем необходимым оборудованием. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Для студентов Алданского медицинского колледжа новый учебный год тоже начался с поднятия российского флага. С акцентами по повышению уровня патриотического воспитания среди молодежи и школьников всецело согласны как педагоги, так и сами студенты-медики. На торжественной церемонии, посвященной Дню знаний, побывал Руслан Павлов. Звуки национального гимна и поднятия российского триколора придало незабываемой торжественности для 120 первокурсников и студентов Алданского медицинского колледжа на праздничной линейке, посвященной Дню знаний. С напутственным словом к молодежи обратился глава района Александр Шестопалов, который подчеркнул важность будущей профессии. Я желаю вам, которые сегодня переступят первый раз порог этого учебного заведения, быть достойны той профессии, которую выбрали. Ваша профессия очень востребована нашим обществом. Мы надеемся на то, что вы примете клятву Гиппократа, которую пронесете через всю вашу сознательную жизнь. Для получения грамотных специалистов в медицинском колледже есть все – профессиональные педагоги, современные образовательные программы и оборудование. Однако, как считает директор учреждения Николай Миронов, необходимо серьезно наращивать работу по патриотическому воспитанию. Очень много лет мы об этом говорили, что этот момент очень упущен, ему не уделяется должного внимания. И то, что сейчас каждую неделю будет подниматься флаг Российской Федерации, будет исполняться гимн Российской Федерации, это, наверное, только первый этап как раз возвращения нашей молодежи к нам же, в наше же лоно государства. Разговор о важном, который каждую неделю теперь будут проходить на очень серьезные, грамотные, такие чувствительные темы. Это семейные ценности, это и Великая Отечественная война. Все это очень важно. Это должна быть системная работа, еженедельная работа, ежемесячная работа. Только тогда мы добьемся результата. Вы готовы к такой работе? Мы готовы к такой работе. Впрочем, где-то на подсознательном уровне молодежь патриотична и готова броситься на амбразуру по первому зову. Просто взрослым нужно направить пытливый ум и необузданную энергию в правильное русло. Вот если позвали, пойти на Донбасс и помогать военным, раненым. Да, готовы. У меня даже были такие мысли, скажу честно. Я готов делать для этой страны все, что угодно.
Церемонии с выносом и поднятием российского флага сегодня прошли во всех образовательных учреждениях Алданского района. Теперь они станут постоянными для студентов и школьников. А для более 400 первоклашек символы страны прочно войдут в жизнь, закаляя русский дух и укрепляя веру в Отечество. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. 3 мастерские в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» открыли в транспортном техникуме имени Романа Брызгалова в поселке Нижний Бестях. В открытии принял участие председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. В транспортном техникуме имени Романа Брызгалова торжественно открыли 3 новые современные мастерские, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Это обслуживание транспорта и логистика, управление локомотивом и экспедирование грузов. Мастерские оснащены современной материально-технической базой для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Потому что оно дает сегодня возможность во всех областях логистики дать в действительности профессиональную подготовку нашим ребятам. Наши ребята могут получить такое образование и вот эту всю нишу нашу полностью заполнить. Транспортный техникум и его социальный партнер компания «Железные дороги Якутии» и Министерство образования и науки Республики подписали трехстороннее соглашение о дальнейшем взаимодействии. Для нашей компании транспортный техникум является базовым. Мы с удовольствием принимаем ребят, выпускников к нам на работу. И нужно отметить, что за все годы выпусков они проявили себя достаточно крепкими, волевыми, сильными и грамотными. Материально-техническая база мастерских будет использоваться для образовательной деятельности, внедрения новых образовательных технологий и методик для обучения взрослого населения по дополнительным профессиональным программам и профориентационной работы со школьниками. Конечно, это меняет отношение к колледжу. Меняет отношение к колледжу не только у поступающих, не только у абитуриентов, которые сюда приходят после 9, после 11 класса, но и у преподавательского состава, у мастеров производственного обучения преподавателей. Сегодня с началом нового учебного года открылась новая страница для будущих транспортников. Зоя Герасимова, Мегина Кангаласский, Улус. А в городе Покровске презентовали новое отделение Нерюнгринского медицинского колледжа, где будут обучать универсальных медицинских специалистов-фельдшеров. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Желающих поступить в новое отделение Нерюнгринского медколледжа было более 50, но прошли конкурс 36 человек. Из них 15 студентов – целевики, которые после окончания учебы пойдут работать в медучреждениях Хангаласского улуса. Среди первокурсников и девушки, и парни, вчерашние школьники и уже взрослые люди со стажем работы, но не в сфере здравоохранения. Например, Сардана Петрова до зачисления в ряды студентов медколледжа 4 года работала флористом. Потом решила уже осознанно учиться на фельдшера. Всегда интересовала медицина, всегда в душе хотела. И вот сейчас уже понимаю, пора учиться. Будущих фельдшеров будут обучать 3 года и 10 месяцев. Учебный процесс организуют в здании филиала Покровской средней школы номер 3 в микрорайоне Звероферма. Здесь обустроили 3 кабинета, 2 симуляционных и лекционную аудиторию. Преподавателями общепрофессиональных дисциплин будут представители Хангаласской больницы. И дисциплины, которые не общепрофессиональные, метапредметные дисциплины, их будут вести педагоги из Покровского колледжа. Помимо этого, периодически будут приезжать преподаватели из Нерюнгри. В дальнейшем выпускники отделения могут переучиться с фельдшера на врача, акушерку, фармацевта и так далее. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В преддверии 1 сентября активисты молодежного совета теплоэнергосервиса организовали благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Акция прошла в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 15-летию образования акционерного общества «Теплоэнергосервис». Так, молодежный совет организовал сбор средств среди своих специалистов. И на эти средства закупили учебные принадлежности – рюкзаки, канцелярские товары, спортивную форму и обувь. И в канун Дня знаний они были вручены 6 детям, из которых 3 сегодня пошли в школу. Такие акции будем в школе показать мастер-классы. Там у нас ребята работают, профессионалы своего дела, волейболисты, баскетболисты.
Будем также через промышленный округ будем организовать по сбору картошек, по сбору урожая и будем участвовать по озеленению нашего города. В социальные учреждения Якутска дали тепло. В остальные объекты столицы запуск тепла произойдет 5 сентября. Что касается арктических районов, то накануне дали отопление в Верхнеколымском Илусе. Так, во всех 13 районах отопительный сезон уже начался. Помимо этого произведен частичный запуск отопления в 3 районах, а именно Усть-Майском, Горном и Кобяйском. Стоит отметить, что в оставшихся улусах Якутии отопление дается в штатном режиме, согласно графику. Также продолжается топливная навигация в районы республики. В настоящее время также продолжается завоз грузов в период навигации 2022 года. На сегодняшний день из 530 тысяч тонн завезено 470 тысяч тонн, в том числе или 70% грузов. Навигацию планируется завершить своевременно в планируемые сроки до конца октября. Первый заместитель правительства Кирилл Бычков посетил 3 строящихся объекта Якутска. Возведение многоквартирных домов проходит в рамках соглашения с Фондом защиты прав дольщиков. Так, республика в скором времени избавится от долгостроев. Продолжит Саргалана Неустроева. Первым объектом, который посетил Кирилл Бычков, стал долгострой по улице Автодорожная. Стройка этого многоквартирного 16-этажного дома простаивала с 2017 года. Застройщик объявил себя банкротом, а дольщики остались без долгожданных квартир. И вот совсем недавно дело сдвинулось, казалось бы, с мертвой точки. Кругом был бардак, мусора много было. И вот отсыпку сделали, проезд, заезд подготовили, завезли пока арматуры, опалубку. Подготовительная работа. Буквально дня через 1-2 мы уже приступим к монолиту. Следующим объектом рабочего объезда чиновника стал 4-этажный дом в микрорайоне Ильинка. Здесь так же, как и долгострой по улице Автодорожной, стройка долгое время пустовала. А судя по пестрящим граффити, была еще и облюбована местной молодежью. Строительные работы на объекте значительно усложнились сжатыми сроками. Однако здесь компания застройщика уверяет, к плановой сдаче точно успеют. Здание простаивало 9 лет с лишним. Есть, скажем так, усадочные трещины. Это все рабочие моменты исправимые. Сроки очень короткие, приходится, скажем так, в режиме многозадачности решать. Сдать объект будет необходимо уже к концу этого года. Тем не менее, хотя бы, что называется, есть чем работать. О расположении же следующего дома свидетельствует лишь свайное поле. Однако свои квартиры жильцы этого долгостроя получат уже в следующем году. У него сдача в следующем году, сейчас здесь нулевой цикл. Подрядчик также приступит одновременно к этому объекту, начнутся работы, тоже пойдет зимней кладкой, поэтому темпы мы проследим, чтобы были достаточно такие бодрые. В целом, со слов первого зампреда Кирилла Бычкова, проблема с обманутыми дольщиками в республике решена. Последние 3 года этот вопрос был одним из ключевых направлений политики правительства региона. А введение данных объектов станет результатом проведенной работы. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Новая дорога, благоустроенные дворы и подъезды к ним появились по улице Якутской в Ленске. Но самое главное, решилась проблема воспитанников детского сада «Теремок», самого большого дошкольного образовательного учреждения в Ленске на 315 мест. Вот уже несколько лет добраться до него было полосой препятствий. Ни подъездных, а тем более пешеходных путей здесь не наблюдалось. После сдачи нового жилого квартала и укладки новой дороги родители и дети, а также работники дошкольного объекта могут легко добираться до детского сада «Теремок» по свежему асфальту или по тротуару с высоким ограждением. Очень нравится, какой здесь район хороший появился. Очень нравится здесь гулять спокойно, так радостно все. И очень такой район красивый, настроение поднимает. Нравится. Побольше домов таких, чтобы строили, чтобы переселили всех с ветхих жильев, чтобы поболее так было, чтобы красиво было, конечно, в этом городе.
Глава республики Асен Николаев провел рабочую встречу с директором водоканала Анатолием Кырджагасовым. Они обсудили вопросы строительства объектов водоснабжения и водоотведения в республике. В ходе встречи руководитель водоканала отчитался за трехлетнюю работу организации. Также особое внимание уделили программе обеспечения чистой водой населения. По работе организации глава выявил ряд вопросов и ошибок. По итогам, Асен Сергеевич выявил некоторые системные ошибки в работе по этим программам и дал поручение их устранить, подготовиться. Дал задание также, как единый исполнитель, готовить объекты к включению в федеральную программу на 23, 24, 25 года, чем мы и будем заниматься. Для тех, кто хочет восполнить детскую нехватку материнской любви, вернуть себе базовое чувство доверия к миру и людям, исцелить глубокие травмы отверженности, предлагают новый для Якутии метод добаюкивания. Психолог с 19-летним стажем практики Валентина Алексеева считает, что этот метод окажется полезен не только тем, кто испытывает обиду к родителям, но и всем людям. Суть добаюкивания заключается в том, чтобы прожить все ключевые моменты детства, начиная с нахождения в утробе матери и до детского возраста, когда формируется отношение ребенка к миру через взаимоотношения с родителями. Многие есть люди, у которых есть хорошая какая-нибудь бизнес-идея, а они, например, этого не делают из-за каких-то внутренних страхов, например, да. Может быть такое ощущение, что, например, люди ко мне плохо относятся, например, или там мне все завидуют, или там, не знаю, не хотят, например, меня, там, чтобы я приходила, там еще что-то. Если вот такие состояния есть, то точно надо добаюкиваться. Это история про то, что можно дополучить и уже не быть в дефиците. И начать уже делать в жизни то, вообще, чего ты хочешь. Государственный театр оперы и балета готовится к открытию 52-го театрального сезона. В программу войдут отрывки балетных постановок и опер в сопровождении якутского оркестра под руководством главного дирижера Николая Пикутского и под режиссерством Татьяны Савиновой. В день открытия у зрителей появится возможность посетить не только концерт, но и выставку, в которой будут собраны экспонаты из фонда музея театров. Можно будет лицезреть костюмы таких балерин, как Натальи Христофоровой, Евдокии Степановой, Клавдии Ивановой и прочие. Также стоит отметить, что на выставке будет представлена скрипка известного композитора Гранта Григоряна. Наши зрители смогут насладиться величайшими шедеврами, шлягерами классической, оперной, балетной и симфонической музыки. Они могут услышать Верди, Бизе, настоящих оперных композиторов, Сен-Санса, Делиба, Чайковского, Кальмана и многих других. И еще одним интересным фактом, то что в концерте будут представлены фрагменты современного национального балета Кирилла Герасимова, а также эксклюзивные постановки Екатерины Тайшиной. В Сочи выбрали самую фотогеничную девушку на Черноморском побережье. Завершился международный конкурс красоты «Фотомодель мира-2022». В двух номинациях «Мисс» и «Миссис» за титулы боролись 30 представительниц из Финляндии, Непала, Белоруссии, Армении, Казахстана и различных регионов России. Якутию представила Олеся Дмитриева. Конкурсантки участвовали в фотосессиях, дефиле и поразили членов жюри творческими номерами. По итогам наша соотечественность удостоилась звания «Национальная красавица». Это вообще моя детская мечта. Я очень хотела участвовать на этом конкурсе, но по росту я не проходила обычно. А здесь требований в этом плане меньше. Тут важно было фотогеничность, потому что это для фотомоделей конкурс красоты проводится. Вот. И я вообще метнула в последний вагон. За 2 недели до участия в конкурсе я подала заявку, меня отобрали и приняли в качестве участницы. Очень волнительное событие, но очень мне понравилось. Единственное, что подготовка кажется такой долгой, а само шоу очень быстро проходит, прям полчаса, мне кажется. На этом у нас все новости. Всего доброго.